Я спал в ванне и прятался в ванне. И то я прятался. Я боялся, когда я учил бах один, я перепугался, и у меня съехала крыша. Маленький Дима не понаслышке знает, что такое война. Отец 7-летнего мальчика на фотографиях показывает, где спали и как постоянно приходилось прятаться от бомб. С 3 детьми Владимир Жакун перебрался в ростовский лагерь для беженцев. Дороги на Изварино все обстреливаются снайперами, не дают украинцам уехать просто, чтобы от огня. Идут авиаудары, проводят с украинской стороны. Самолеты сбрасывают бомбы на мирные квартала. Если это война, мы без оружия. Мы сидим мирные жители. Мы боимся выйти на улицу, потому что чуть что услышат какой-то гул самолета, и мы сразу прячемся. Таких, как Владимир, сбежавших из захваченной войной Украины, в этом лагере 350 человек. В пункте временного проживания созданы максимально хорошие условия, хотя беженцы проводят в палатках всего несколько дней. Здесь переселенцев лишь формируют в группы и отправляют в разные города страны. Уезжать хотят не все. Окна трясутся постоянно, полы ходуном ходят. Последний раз мы не выдержали, у нас просто ребенок болеет. С удовольствием не поехала бы никуда, я домой хочу. Мы просто боимся, что нас там убьют. Оказать поддержку людям, оказавшимся не в лучшей ситуации, решили практически все регионы России. В числе первых, кто откликнулся на помощь, глава Чечни. По его указанию в Ростовскую область отправились 3 фуры с продовольствием. Доставку благотворительного груза курирует Министерство по национальной политике, внешним связям, печати и информации. Гуманитарную помощь приобрели на средства общественного фонда имени Ахмата Хаджи Кадырова. Свою лепту внесли и различные министерства и ведомства региона. Около 850 километров расстояния от Грозного проделала колонна с гуманитарным грузом из Чеченской Республики до Новошахтинска. Отсюда буквально в 20 километрах находится граница с Украиной. И здесь же неподалеку расположены сразу 4 пункта временного расположения беженцев. Через сутки после выезда фуры прибывают на место. В Новошахтинске располагается штаб МЧС, который занимается распределением гуманитарной помощи для беженцев из Украины, поступающей из регионов России. Здесь у нас очередной транш, это около 30 тонн. Здесь мука, рис, растительное масло, то есть продовольственная помощь первой необходимости. Дорогу проехали нормально, доставили. Гуманитарный груз для вынужденных переселенцев из юго-востока Украины от Чеченской Республики составил 12 тонн муки, 12 тонн риса и более 1 тонны растительного масла. Очень много у нас добрых людей в России, которые, не ожидая вот этих запросов, не ожидая просьб нашей стороны, везут сюда грузы, везут различные грузы. Это и продовольствие в первую очередь. Вчера мы встречали с Псковской области. Завтра к нам прибывает целая колонна с Санкт-Петербурга. Ну а сегодня мы с дорогой душой встречаем наших коллег, наших друзей с Чеченской Республики, которые привезли, как вы видите, сегодня мы это разгружаем на складах. В основном продукты питания. После разгрузки продовольствия директор департамента по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций региона вместе с руководителем представительства Чечни в Ростовской области провели инспекцию в лагере беженцев. По щучьему велению я хочу, чтобы девочки вышли, пожалуйста. Это центральный пункт, он является перевалочным. И, конечно, очень кстати, груз гуманитарной помощи, который сегодня прибыл из Чеченской Республики. Это та небольшая часть, которая, в общем-то, главой и региональным фондом имени Ахмата Кадырова запланировано сюда. Всего по области несколько стационарных и 4 палаточных пункта приема граждан. Точки расположения хоть и временные, но спасатели стараются предельно улучшить проживание беженцев. Для ухода за больными и ранеными на месте открыт медицинский центр. По поводу острых больных берут в больнице Новошахтинска, то есть без проблем. Главные врачи работают отлично. Уходить из временных пунктов многие отказываются, несмотря даже на непосредственную близость к границе. В 2 километрах отсюда уже Украина. Надежда на возвращение на родину не умирает. Здесь каждый со своей печальной историей, но их объединяет общее горе. Все мечтают, чтобы закончилась война. Что не летели самолеты, танки не воевали. И что не помирали люди с голоду. Хамзат Аюбов, Муслим Типаев, Абубакар Абазов. Новости.